Скажите, сколько времени вы можете так вот шлифовать? 5 минут. Много. 5 минут это много. 3 минуты. Около 2 минут не больше. Может быть, сначала знакомитесь с барными инструментами? Чтобы они понимали. Это называется у нас твизер. Мы будем готовить с методом шейк. И просто вот так делайте, вы не шейкуете. У вас получается лед сам по себе гуляет, жидкость сама по себе гуляет. А вы должны так шейковать, чтобы лед и жидкость были все вместе, да? Как бы выполняли одну команду. Обязательно объем в стекле должен быть одинаковый. Допустим, если предусмотрено 70 мл, значит 70 мл должно быть в каждом бокале. Это у нас бокалы мартинки. Есть у нас маргаритки. И когда во время ВСК, вот сейчас участник приготовил, да, во время ВСК он обязательно снимает тренер и комиссии показывает, осталось ли у него или нет, ну не украл ли он, что чисто тут лед, напитка больше нет. Это обязательно проверяется, показывается экспертам. Для оформления он использует дольки лайма. Полностью идет бесконтактное соприкосновение с продуктами. Это вам показывает профессионализм, что максимально это все стерильно, чисто. Обязательно объем в стекле должен быть одинаковый. Допустим, если предусмотрено 70 мл, салфетки таким образом складывать. Здесь при сервировке стола это используется в основном такая сервировка для высших классов ресторана, люкс, первой категории. За ручку ножа мы не берем, это зона гостевая. Вот зона официанта, это здесь. И берем исключительно только за ребром. Сначала вот мы начинаем. Расстояние от края тарелки до первого прибора 1 см, мы измеряем в палец. Вот это зона рабочая, никогда мы так салфетки не заглаживаем. Мы заглаживаем либо тыльной стороной руки, да, либо ребром, вот таким вот образом. Пустые, тогда большая будет вероятность, что салфетка будет чище. Желательно салфетку поставить.